Салам, друзья. Веночка здесь, плохая. Гачи Слейв на месте, да. Гачи Слейв вчера не запустил стрим. Никакого оправдания, блядь, нормального. Нет, Гачи Слейв, короче, отдыхал. Вот. Попытался выспаться, сука. Вроде выспался. Но это совсем другая история. Короче, шалом, друзья. Так, блядь. Александр, здорово. Дед, здорово. Здрасте, бочки. Едем, короче, потеем. Едем потеем на Эрике. Ну, видите, я как не такая сонная сопля. Такая сонная сопля, котяра меня, блядь, разбудила, пустила. Константин, здорово. Погнали. Короче, мы терпим на этой модели. Блядь, сколько мы на нем терпим? Блядь, уже 200 боев, пиздец. Пиздец. Вот, но мы в пиздорезе уже, знаете, сколько? Мы уже 150 боев в пиздорезе, кроме шуток. Вот, надо как-то уплывать. Надо как-то уплывать, разбойник. 34 раз, здорово. Здорово, пацаны. Ну и ноги. Оу, ну погнали, блядь. В танковом рехабе был, почему не предупредил? Да, я, блядь, в последний момент, короче, решил не запускаться. Вот. Ну, пока я никуда там на вокзал, блядь, отвез, пока туда-сюда, потом думаю, ну, пизду, блядь. Вот, короче, я покушал хорошенечко. И как, блядь, лег спать, сука. Пораньше. Ну как, не совсем рано, ну короче, блядь. Вот, но я к тому, что оправдания-то нормального нет. Просто не запустил. Такого почти не бывало. Но выспался, ну да, что-то все заебись. М3 здорово, Алекс здорово. Кот трохи подзаебывал, но потом успокоился. Сегодня мамки днюха. Она будет ехать поздравлять на завод. I love you, Вен. Блять, ну я куплю цветы. На предприятие к ней заеду. Я там, знаете, как просочиться, так что меня это не заебут. Сразу с цехова оказаться. Причешусь, блять, напомажусь, сука. Куплю ей любимый торт. Вот, отмечать будем 30-го. Решили подарить ей серию массажев. Вот, молодого бочка какого-нибудь там закажу, пускай массирует. Я здорово. Будет заехать в медцентр, купить ей сертификат. Аж размен получился. Ну и надо, у него, короче, там, ну, короче, кое-где там на спине надо массировать. Вообще, кубик здорово. Который получил этот танк. Шалом, пацаны. Enjoy. Ой, как я, блядь, чуть не зафейлил тычку сейчас. Бетси, блядь. Зовут как собаку. Ты одну из телок зовут? Тебе штраф 300 бакс. Да, вчера расслабил гудок, пацаны. Не запустился. А я думаю, кто, блядь, ебаный скитл съест, а это пиздюки едят. Ой, долбоёбы. Молча будку мой.
Калычбой, калычбой. Чекнул меня. Пизда, не попал в броню. Сока, видели, в НЛД летела. И походу рикошет от НЛД был. Блять, ебаный осел. Что мне с ним делать теперь? Его и не подсвечивают еще. Могло бы получиться охуенно весело. Журдинг, здорово. Блять. Без стрима опустил купую мужскую каму. Сорян, пацаны, да, это мой косяк. Блять, вот сука, он то едет, то не едет. Ёбаный рот! Ну, может, альфа не пройти у него. Бля, ебаная мусорка. Хорош. Блять, он пиздец уже здесь. Говно! Говно, ребята. Кстати, судя по всему, если бы моя точка зашла, Антоха бы сдох. А я в землю пизданул. Блять, ну катка, короче, неудачная. Неудачно получилось. Но, блять, получается, лучше было бы, если бы я просто поехал сразу же в этого Леху и пизданул бы в него тычку. Да, и он бы меня добрал. Блять, перспектива. И в Еписюна, да, блять, расстояние сколько там? 100 метров, наверное, даже не было. Рикошет. Рикошет. Это ты свой сериал на 3 отметки запустил. Но я периодически на этой хуйте играю. Вот, на нем первые 40, там, 50 боев было средух 4400. С хуем. Было все заебись. Потом меня начало кидать на хуй. И вот мы с него не слазим. Так что, наверное, сериал давно уже запустился. Чупа-чуп, здорово. Ну и что, ты придумал свое оправдание? А нихуя. А нихуя, я так сказал. Зато я выспался. Камня вялого Джундрика. В рехабе от передозировки семен лежал. Кверху жопы. 3 арты. Там Лешка с никнеймом Корзина Вазелина. Раньше известный был никнейм. Какой-то этот дурачок местный катался с таким. Fuck you. Семен на русской, семен на английском. Симен. 10 боков, здорово. Саняк, здорово. Ну и чуть никакой скот там не катается даже. Едет сливаться сразу, молодец. С опережением графика сосет. Ясно, еще точка с задержкой. По итогу все, упреждение, что брал, нихуя.
Шалом. Ты куда пропал вчера? Все переживали, бляха. Та же шалом. Да нихуя. Я просто не запустил стрим. Он зато выспался. Мамки днюха сегодня, пацаны. Вот главная новость. Здесь лагается топораж последние дни, но заебали. Ските, куда он заехал. Вчера еще дождь целый день хуярил, блять, кот целый день спал, мы с ним обнялись, как рубанулись, сука. Он ночью встал, троху позаебал, потом тоже спал. Рядом со мной лежал обезьяна. Только не донать. Только не это, ребята, вы что? Oh no. Вот так вот, блядь. Уверенно точка полетела, да? Как будто бы и не по дуге даже. Он предложит донатить, все, что смотреть на женщин. Дикс, он Дикс. Ебать, чуть не свалился, а вот теперь свалился. Ладно, похуй. Если бортиком если падаешь, тогда нихуя страшного не происходит. Бля, ебаный тик-так. В штанишках тик-так. Бля, чуть не зафейлил опять. Влад, здорово. Блять, подзастрял, сука. Там просто гопник где-то будет сейчас шерстить. Птиц, он... Блять! Сука! Ну ебаная, я вообще не собирался падать, ну ладно. Ну ладно. Лёшка выехал в поле. Лёшка шишку пососал. Найс. Ничего не набирает. Рта не попал. Стоячий танк. Что там еще стоячий, интересно. Зарезик какой-то, ребятам. Стрим пропустил, следующий стрим штрафной на толстой японской тянке. Толстая японская повариха. Любимый танго Числеева. Любида. Планка большая, походу, у этого корыта, но все три уже пару недель. Но я на нем и не играл пару недель.
Планка 4800, это типа не дохуя. Хуйня в том, что я, блядь, даже в 4К средухе не могу на нем сыграть. Играл раньше, а теперь все, хуй. Не то, что теперь, а уже хуй сколько. Не получается. Вот. Слишком щит получается. Дерет кожу в лесополосе. Бэн. Все, кончился. Где пропал вчера? Да, нихуя. Высыпался и кушал. Купил себе йогурт. Вот. Так ты ни на каком в 3К не играешь, нравится тебе? Вот, и нам вчера было больно. О. Я думаю, никто не заметил, что не запустился. Откуда высыпался? Из салонки. Герман, здорово. Здорово, пацаны. Блять, на 3500, you know. Рекорд стрима. Ну что ты щуришься, жопа? Джеброни. Заказать так, 250 рублей. Твое войско, брось. Ты в ответе за тех Джеброни, что приручил. Да, я, короче, собирался до последнего запускать, пока госпожу на завод. На вокзал отвез, пока туда-сюда, ну и, короче, блядь. Думаю, ладно, хуй с ним. Эх! Хуй с ним. Вот что я подумал, не запустил. Но для СТшки, без табы, дипаса с альфой какая-то планочка большая, ебаная, вольфхарты задирать. Это не вольфхарты, планка, ну, танк, во-первых, действительно неплохой, а во-вторых, блять, вы же понимаете, что... Ну, блять, короче, надо отыграть. Если на урон играя, можно просто играть в 4500 средухи, это не сумасшедший показатель, да, 100 боев, взять отметку. Плюс там, ну, суммарка, она как раз таки дофармится. Вот, либо плюс на светом, тут уже как пойдет, потому что на свет такая хуйня, сами понимаете. Сами понимаете. Из 3 до стволка. 9 левела, ну вроде не продавал. Вот, а 8 нет. Не расстались вчера. Я домой поехал. Вульва-хард, блять. Это Вульва-хард, сердце Вульва. Нихуя сюда белорусы испанскую рекламу пихают. Не ББ, она же сама с Новополоцка. Соседнего города домой ездила. Жизнь не такая, как вы ее себе представляли. Хотели бы. Бля, точно такая же, иди нахуй, дурак. Половец, да, древний. Женек Крупенин, здорово. Едет опять там пизда эта мелкая. Гей-хаунд. Ты жать будешь? Заебись! А, блядь, а кто меня начекал, а? Иди ты нахуй. Ну, блядь, смешно. Ты, видимо, Монта... А, да, Монтас ебал и начекал меня. Ну. Есть. Вульву под боль, вот да. Будет сосать за ботву. Ясно. Тебя сервер лагает, подлагивает, да.
Бля, бабах, конечно. Секете, блядь. Отрисовочка охуенная, да? Вот этого Генку надо как-то, блядь, прочистить. Там ему яму такую сделали. Грязную. Блядь, вышоворот. Ебать, там вертят Леху. Ты смотри, он на тебя взрыв эмоций. Он сначала не смотрел, потом меня чекнули, повернул ебло и сплюнул. Да пиздец, бля. Ага. Ага, бля. Ясно. Я пропал вчера, да, нихуя? Я просто не запустился и уснул. Вот отговорки нету, пацаны. Надо, наверное, сервачок поменять. На серваком вообще пизда. Вчера пытался 3 пизды, но из-за постоянных руков. Ну да. Тайпа 4 не донатит, да. Решил не подрубать. Стоит, ждет. Да, блядь. Бля, залупа, не бои. Залупа. Что ты на шерстяном? Блять, котейка ночью без соеба его выгнал. За дверью там орал, скулил, я его впустил. Он лег, все аккуратненько, не выебывался. Из 3 двустволка. Залпуем сегодня. Так, залпуем мощный бой на 10к. Так. Так. Не, значит, что, 9 я продал. 9 я продал. Ну тогда СТ-10, этот СТ-2 возьмем. Он тоже мощно залпует, правильно? Правильно. Правильно. Только дело совсем не в 10 боев. Там один заказали. Там заказали один. Ох, блять, ох, ну и что, идти на клятый РУ-6? Фу. Давайте на РУ-2 попробуем. Я не сак с тобой. 10 наказ. Блядь, ну СТ-2 хорош там. Хорош. Это не наказание. Там 4 хуя. Fuck you. Рархет. Сейчас скажут, сессия не окончена на РУ-4. Но. Витька, Шмыга, Кранвагина. Давайте с Кранвагина турбину возьмем.
Tits on tits. Так вот. И 184%. Меня чё-то пиздец уравнивает 4 дня. Путин помог, здорово. Меня уравнивает 1,5 месяца. Поэтому неважно. Без оборотки игра. Больше часа вывести не могу, сгорая, вырубая эту помойку. Ну, не помойка, видимо, контингент такой. С этим весенним, летним обострением. Крета всегда такая хуйня. А Эрик, что, все не заказали танк у меня? 2. Следующий будет тайп. За баллы. Алексей, здорово. Слушай, вроде бы сегодня будет 20... Да. Да. Something like this. Ну чё, кто с плакатами пойдет? Там в 9 или во сколько заседания? Судьбы миллионов танкистов под угрозу. 100 тысяч опыта с тайпа. Бывшего сотрудника коммент, не читал. Что он в комментарии сказал, что все-таки Леста под геймингом ходит, ебать. Но этого не ждал никто. Ну и этого не ждал никто. Они же честные люди, они не могли обмануть, да. Это невозможно. Гей-гейминг. Ну, в смысле, Леста всегда ходила под гей-геймингом. Это же контора, как сказать, под управлением гей-гейминга. Корабли они разрабатывали под управлением гей-гейминга. Вот они и есть, блядь, гей-гейминг, более того. Минский же офис не называют как-то там, да, особенно. Вот, ну, по сути, Минский офис тоже гей-гейминг. Только там название, может, какое-то другое. Ну, я не знаю, он, наверное, полностью и входит в гей-гейминг. Ну, Лест, короче, это просто конторка мелкая, которую когда-то, блядь, 100 лет назад купил гей-гейминг, и все, они, блядь, под ними ходили. Вот, ну это никто не, ну, блядь, прямое, никто никогда не скрывал и, как-то сказать, гей-гейминг про это все и говорил. Просто потом, когда они решили жопу свою отмыть, да, все, Леста, блядь, нихуя не знаем, все, чики-брики, это другая контора, все, до свидульки. Может, чтобы уважаемые друзья в Европе им в очко пальцами не тыкали. Все равно забирает, чтобы санкции от Евросоюза не получить. А да какие нахуй санкции ты пиздешь вообще? И выслуживаются, хохлам помогает тоже, чтобы санкции не получить. Надо понимать, что, во-первых, программисты и вся вот эта вот пиздобратья, что в этой сфере работает, это самое либеральное общество, которое только может быть. И, по сути, любую контору программистов тыкай. Всем честным людям доброе утро. Здорово, родненький. Здорово. Любую контору, где сидят программисты тыкай, они все, блядь, антиправительственно настроенные люди. Все, блядь. Вот, и они все, блядь, не любят. У нас, сколько
программеров в стране, ни один батьку не любит. Вот. Они все такие, блядь, либералы, что просто пиздец. Они не понимают, как вообще, где жизнь устроена, да, блядь. Как это на заводе за станком без печенек и чая работать, вы что, ебанутые, нахуй. И кофе-паузы. Вот, с учетом того, что Wargaming это международная контора, и там хера гора укров и поляков работают, вы представляете, блядь, какие там ребята? Вот. Вот. Если бы там были патриотично настроенные люди, особенно Витька Кислый, я думаю, что такого бы разделения кластеров и не было бы. Потому что у них и так был офис на Кипре, да? Доебался бы Евросоюз, сказали бы, ну, блядь, чё вы ебете мозги, мы свои, и все, ну. Ну, а так они вот чистым образом отмыли жопу, еще и хохлам помогали. Я думаю, что хохлам помогать никто не заставлял. Серьезные какие-то. Сегодня суд у Леста будет. Так сложилось, что программеры в оппозиции слово либерализм спогони. Север-юг здорово. Так сложилось? Блять, ну потому что они работают, там же такая организация труда. Во-первых, ну блять. Ну короче. Оно, во-первых, стартовало, да, с такого состояния, да, все вот это IT-индустрия, с такого состояния, что, блядь, ну какой-нибудь Леха молодой, да, там сайты научился лепить. Все, мы, ну, допустим, Лебедев, да, такой Артемий есть. Сейчас уже не Леха молодой, а Скуф. Ну и каким образом такой Леха может организовать работу? На работу к 11 часам, если не хочешь к 11 неудобно, ты спишь до 12, то приходи к 3. Вот, все максимально, блядь, не затянуто, расслаблено, мы вот так вот работаем, мы так можем, у нас так получается, все. Вот, и от этого, блядь, и растет либерализм, сколько контор. Ну, просто ты потом сидишь, и вот видишь, допустим, ну, и вспоминаешь, как твои родители, да, там на первую смену, блядь, к 6 ездили и все такое. Ты думаешь, блядь, это невозможно, диктатура, нельзя, с ним надо бороться, все, блядь. Вот оттуда и растет. Оттуда, блядь, и растет. А ты где работаешь? Я говорю, здорово. Я кое-где, много где работал, сейчас я работаю этим менеджером Marketplace. Небольшом. Вот, а я на заводах тоже поработал, и грузчиком поработал, и, блядь, набивал надписи на памятниках, и лобовухи ставил, и на севере поработал, в армии, блядь, послужил, поработал на офицерской должности, в торговле много где поработал, типа пятых элементов, прочие билиберды. Это и многое другое. И на программера учился, кстати, тоже. Давай поменяем людей еще и без опыта управления. Да, вон нас Тихановскую выбрали. Баба сидела на кухне. Теперь ее считают президентом. Некоторые дебил. На гей-веб-сайте. Да, ладно. А шо, пол перемирию России и Украины? Не будет такого. А если и будет, то формально. Потому что, ну, как представляете себе Украину, которая перестанет стрелять? Невозможно. Слава, здорово. Здорово. Рам хочет ввести мягкий санкт-петербург, потому что процесс не идет. Там, мне кажется, уже нехуй вводить. Люди хуёво учат историю, чтобы оппозиция была успешной, надо страну ушатать, как в 17-м было. Ну, оппозиция разная бывает. По-хорошему, чтобы, блядь, оппозиция была успешной, мало кто знает. Но чтобы изменить власть в стране, вот ты, допустим, недовольный, ты организуешь свою партию, собираешь единомышленников, развиваешься. Эта партия должна что-то народу давать на регулярной основе. Должна бороться за права, допустим, трудящихся, за те же профсоюзы и так далее. Продвигать законы, которые людям
важные, да, должен быть, наверное, лидер толковый. И, возможно, даже у лидера должны быть какие-то фундаментальные труды о развитии, какой-то план развития, например, который он должен продвигать. Вот сейчас это не модно. Вот любого, блядь, кандидата в президенты берите, он, во-первых, о нем нихуя не слышно до самих выборов, а потом резко появляется и что-то обещает. Нет, блядь. Так быть не может. Поэтому кандидата достойного нету нигде, я вам так скажу. Потому что никто не выпускает хоть какие-то труды о развитии государства. И никто хотя бы хоть какие-то планы развития государства не публикует. Какие-то здравые и интересные. Поэтому вот так вот, блядь. Вот так вот. Время такое. 1100 урона, это что такое сымент. Я старался. Это скейл. А я на мойке работаю. На севере. Держись, братан. Вахтой работаешь или нет? В Беларуси есть север. Нет, в России. А так я живу на севере Беларуси. У нас Витебск считается северной столицей. Вот так вот. На Северном потоке работаю. Я приехал, мне там 19 лет исполнилось. Я ж писал, что он в 3К не может, а на пилоне работал. Или это для души, на пилоне для души. Рибисрал, да, Сапфир здорово. Виду по позиции на тогда машин. Ничего. Юша в 1К не может, так что это неправда. Как можно считать Тихановскую президентом, просто даже рассматривать как кандидата, у нее же никакого опыта. Да какая нахуй разница? Думаешь, людей это интересует? Но наши оппозиционеры, знаешь, что на это отвечали, когда были выборы? У батьки тоже не было опыта, и он, блядь, вот к власти пришел. Так что мы можем и Тихановскую. То есть они против батьки, потому что он плохой президент? Очевидно, да? Потому что опыта у него нет. Ну, сейчас-то 30-летний опыт у человека, наверное, ну, пиздец. Вот, такой был аргумент. И она тоже справится. А из предвыборной кампании все, что было, это... Я приду, выберите меня президентом, и я потом организую заново честные выборы. Вот так вот. Вот так вот. Такие были обещания, люди поверили. Так. На каком считать Тихановскую? Видите? Все эти в ТГ, что за гиф, гача, штрафанули. Да, видел. Как твои дела, что нового? Ну, вот потею на отмен... У мамки днюх сегодня. Мамки сегодня днюх, это главная новость. Пойду ее поздравлять на завод. И это главная новость. Надо это дело отменять. Отметь вкусом вампира. Это одна северная столица, другая, да. Да. Тобольск, Хмао, Янао, да, Патао. Два боя на этой хуете, в смысле? Там же один заказали или не? Еще жить в Беларуси. Мне президент очень нравится. Молодец, батька красавчик. Батька охуенно молодец, это реально так. Горела хата, горей сарай. Так, пришел путь советской номенклатуры, это большой опыт управления. Но представляете, какой у него сейчас опыт управления? Я вчера перед сном смотрел... Короче, Ельцин договаривался с представителями Чечни, да, когда ебнули Дудаева. Договорился, короче, о встрече, ну, по сути, блять, вице-президент, да, Ичкерии незалежный, когда Дудаева ебнули, приехал на переговоры в Москву. Там, блять, очень сильно видна разница между опытным, блять, политиком и неопытным политиком. Ельцин, по сути, ну, блять, Чечню, да, которая чувствовал себя как рыба в воде, да, в войне и все такое, склонил, блять, к таким невыгодным договоренностям, что просто охуеть. Просто охуеть. Причем на переговорах он вел себя, блять, по-скотски там. И охуенно хитро он себя вел. Значит, при том, что Ельцин, да, не считается вообще человеком у нормальных людей. Вот он, блядь, объективно говоря,
Ну, не то чтобы переиграл, а просто выебал, блядь, чехов. Вот разница между опытным политиком и неопытным. Соответственно, если к власти приходит такой политик, как Тихановская, блядь, ну там... Ее, конечно, могут водить на поводке куда угодно. Вот, и заставить делать, что она захочет. Так, Лошенко пришел. Точно. Так. Мои поздравления. Спасибо. А сейчас Хамао уже. А я даже не знаю, что такое Хамао. Бляха, поздравляю маму Гучслава, здоровья. Дай бог здоровья. Остальные приложатся. Но мы передадим. Это операция Джихад. Тоже недавно смотрел. Ну, вот, наверное, да, это который последний ролик там вышел. Я вчера где-то час посмотрел и вырубился. Да. Вот их вчера смотрел. Пока с интуицией водился, еще я мимо дал. Красава. Но! Ты охуел, не знаешь, что такое Ахмал. Ну, блять, я не знаю, ребята. Автономный округ, какой-то нахуй. Не Хабаровский, наверное, а какой? Даже, блядь, бульбашонок, ребята. Я про ваши особенности эти не шарю. Надо будет посмотреть. Ханты-Мансийский автономный. Сургут. Же есть, абсолютно. Вот так вот. Эх, блядь. 7-2, я же уроне наносил, сколько максимум давал на нем. 6 хуем тысяч. Ну и бейте, мужики. Блять, а чё мои Алексы не стреляют? Мне интересно. Меркавю так и не добрали. Да и хуй бы с ним. А там реально 2 боя на этой залупе заказывали? Вы чё, поехавшие совсем? Пизда, реально 2 боя, вы ебанутые. Пизда. Когда добровольцев отпустят с СВО? Ну, я не знаю, как сейчас можно за 500, наверное, никак. Наверное, мобилизованных. Ну, блядь, смотря какие документы они подписывали. Во-первых, а во-вторых, блядь, ну, очевидно, охуенно не скоро. Потому что и так понятно было, что война лет на 8 минимум со старта. Но если какое-то гачи перемирие будет, опять же, блядь, там и так, там же нехватка народу сумасшедшая. Да? Всякие прорывы на Изюм и прорывы на Курскую область не просто так. Не просто так. Ну, там куча причин, ну и в том числе причина в том, что не хватает народу, чтобы перекрыть всю гигантскую линию фронта. На таком танке обязательно в противогазе надо играть. Блядь, Честные люди говорят. блядь, Саня. Ёбаный рот. Надеюсь, там кошачьей шерсти нету. Там есть моя, я вижу уже. Он еще без оборотки, да. Поехал и слился прям как я. Ну там конец боя был, надо было уже ехать, разменивать хп. Тебя он еще... У нас все по контракту работает. Блять, тема для разговора. Уже каждый рекламный щит различными плакатами, контракт и тому прочее. Да, добровольцы на контракте. Мобики до упора.
Блять, а мобилизованный разве не может подписать контракт? Мне кажется, может. Это самый быстрый способ вернуться домой. У тебя два рога торчат. Ну, почему могут? Почему нет? Ты мобилизован по закону. Все, пока идет война, ты мобилизованный. Ну а как еще? Но я вам так скажу, чтобы выиграть такую войну, а я вам напомню, что ни одного крупного окружения не было до сих пор, а это означает, что война даже близко не выигрывается. Более того, означает, что в боевых действиях даже как будто бы инициативы особо нет. Ну потому что, так сказать... Ну короче, блять, это охуенная пизда, то что ни одного крупного окружения не произошло до сих пор за войну. Это в том числе по причинам того, что просто нет, не хватает войск. Вы представляете, что такое окружить, допустим, Харьков, который по сути приграничный город? То для такой операции нужно еще как минимум 500 000 человек. Потому что это не только окружить Харьков, да, это прикрыть фланги, все такое. Но окружить для последующего штурма. Нужна сумасшедшая группировка, ее просто нет. Вот, соответственно, о чем тут можно говорить. Поэтому никого домой не отпустят. Мистер Даров, скажи, плиз, полное мнение о танке, как ты называешь? Леня? Леон? Блядь, Леон отличный танк, все, что могу сказать. Вот, но только со сборкой на стабу. С полной сборкой на стабу. Ну, как бы, какие у него минусы есть? Во-первых, у него есть кое-какая броня в башне. По сути, у такого танка брони-то не должно быть, да? Он легенький, быстренький, все дела. У него еще и в башне есть броня. Это охуенный плюс. Точнее, бонус. У него есть барабан. Ну, многим не нравятся нескорострельные барабаны. Надо понимать, что все равно такой барабан дает некоторое преимущество. Плюс это барабан и цикличка одновременно. Потому что на третьей тычке у него это обычный танк с цикличным орудием. Да, там обычная зарядка, как у, например, Леопарда. Пиздец, что происходит. Вот. Таких танков в игре, кстати, нету. Ну ладно, есть. Есть еще Гачи Warrior. Он тоже, если ты просто по первой точке стреляешь, это обычный цикличный ВАЗик 55. Вот такие вот пердаки. Вот такие вот пердаки. Ебать, что успел всунуть? Ха-ха! Ай, блядь! Так вот. Так, читаем комментарии. Так. Полное мнение. AMD. И походу автор песни за деньги, да, за деньги, да. Я не тот самочка. Никулин попал на срочку и прослужил 8 лет. Финскую войну прошел. Вов. Ну, тогда времена были другие. Харьковщина. Да. Значит, будет еще мобилизация. Не будет, блядь. Во-первых, надо было объявлять мобилизацию еще в марте. Вот в феврале зашли. Стало понятно, что Блицкрига не будет. Ну, можно было и до этого понять. Если бы
Если бы некоторые органы работали так, как надо. Надо было объявлять мобилизацию. Еще в марте. По итогу вату катали. Ну, потому что сидят и ждут, надеются на какой-то договорничок. Тогда ждали, сейчас ждут. По итогу мобилизацию объявили только через полгода, блядь, пиздарезом. Да, из этого вытекли всякие, как это называется, жесты доброй воли и всякой какой-то. И сейчас тоже сидят, ждут договорника. Все, блядь. Все, блядь. Но есть же некоторые другие причины, наверняка, возможно, экономически для России очень тяжела мобилизация. Ну, объективно говоря, блядь, вот я как, блядь, бывший военный человек, как человек, который интересуется военным делом всю жизнь, могу вам сказать то, что такая война такими силами не выигрывается. Не выигрывается. Нужна мобилизация, и хуй когда. А мужики в кабинетах сидят и ждут, что все само рассосется. Вот поэтому и такая тягомота, блядь. Ну, вы же сами видите, там линия фронта, она особо не изменилась, блядь, за последние 2 года. Вот всякие захваты мелких городов, прочие хуеты преподносят как огромные победы и так далее. Ну, это лучше, чем нихуя. Но, объективно говоря, наверное, мы все ожидали другого, да. С учетом того, что там укрепрайоны копались на всей Восточной Украине, блядь, с 2014 года. Там реально, там... Я еще в году 18-19, блядь, и оттуда херову гору постов читал о том, какие там укрепрайоны ведутся, сколько там выкопано вообще всякой хуеты. Там просто пиздец, но это, блядь... Это единственный вариант был победы, блядь, быстрой, да, а быстрая победа, ну, это, наверное, года за 2. В таком случае это крупными группировками со стороны Беларуси и... блять, и Крыма просто выходить навстречу друг другу. Ну, так же, как двигались крупные соединения во Вторую мировую войну. А если мы посмотрим, какие действия происходили на территории Украины во Вторую мировую, какие маневры были, то современная война — это детский сад. Во-первых, а во-вторых, сразу видно, насколько оперативное мастерство деградировало. За 80, блядь, лет. Так что там, ну, я лично нихуя гениального хорошего не вижу. Вот это не значит, что я дискредитирую войска. Войска молодцы, воюют они заебись. Но им надо, блядь, помощь. Им надо, блядь, помощь. Так, возлиновый адрес. Ебаный рот. Пришел посмотреть на дуэйнл на Эрике, а тут пизда противогазе на тайпе. А танк ублюдок. 57. 57 хэвик. Да, нормальный танк. Нормально. О, я помню стрим наш на Леонах по 7к уроне. Просто, ну да, было круто. Было круто. Сват, здорово, стример Броевич вполне. Топ-сборка на 28. ОМП ставь и турбины, будет норм. Ты не думал на СВО пойти? Я бульбашон, какое СВО? Ну вот у нас СВО нету. Мистер Дарова. Но я к Чарфутюру привык, у него, ну, меня, кстати, тоже не бесит танки с таким КД долгим. Опа, это походу я точно зашел. Серега, здорово. У нас закон в РФ ввели, если тебе переведут деньги, то ты должен заплатить налог. Нет, тот чел, который кидает, а тот, кто получает, тот перевод, который не связан с ЗП. Я в шоке от этой дичи. Я об этом впервые слышу. Почему просто не выжигают землю? Есть же оружие в России. Ядерное оружие нельзя использовать. Это чревато. Так, Эсволод, шалом. Шалом. Ливи, стример. Да, не чать. Здорово, здорово. XM57. Так, конструкция, я знаю. Это крадущийся левша. У меня есть гайд, кстати, на канале. На него. Ну, блять. У него есть зачатки имбовости. То, что в ромбе у него НЛД неплохо танкует. Танк вроде неплохонький. Неплохонький. Но он не модный. По многим причинам. Вот, мне не нравится то, что он медленный. Ну и, блять. Альфа, наверное, слабовато. Хотелось бы пожестче. Жестче. Так, могли бы раскатать как Ирак, если бы действовали по структурированному плану. Да, не могли бы. Но представляешь, сколько всего надо? Сколько у нас самолетов ДРЛО есть? Да, типа АВАКС. Их, блядь, почти нету. Тем более за последний год мы 2 потеряли.
Соответственно, планирование крупных операций, да, ну, во-первых, такая операция это в первую очередь воздушная компонента. Ты представляешь, сколько мы потеряем самолетов? У нас нету неподготовленных пилотов, специально обученных для прорыва ПВО, у нас нету для этого нихуя. А самое главное, нету опыта. Даже если бы у нас это все было, без опыта мы бы получили бы для разминки Вьетнам. Очень много авиатехники потеряли бы, очень, блядь. И слушали бы интервью летчиков в Ютубе русских. А интервью брали бы хохлы. Соответственно, для такой крупной операции в первую очередь нужна мощнейшая авиация, которая... У нас действительно очень мощная авиация, отличные самолеты и все такое, да, но методика применения у нас, как сказать, не комплексная. Но, объективно говоря, мы не можем прорывать современную эшелонированную систему ПВО. Не можем, блять, и все. И для того, чтобы это смочь, не делается нихуя. Ну, вот, так тому, что у нас ВВС молодцы, все, красавчики лучшие в мире, но, блять, ситуация такова, больше никак никакова. Соответственно, без... Ну, а авиация, это ж не только фронтовые бомбардировки, да, там, модулями планирования и прочей хуетой. Это в первую очередь разъеб всего тыла, всего снабжения и прочей поеботы. Вы же понимаете, если бы были разъебаны все мосты и железные дороги, то снабжение шло бы очень сильно по пизде. Очень сильно по пизде, и, соответственно, артиллерия бы намного меньше наносила поражений. И самое главное, FPV-дронов, блядь, на которые сейчас все дрочат, их бы могло быть на 90% меньше на линии фронта. Их бы очень сильно экономили бы, и эти FPV-шки не гонялись бы точно за каждым, блядь, человеком. А они только сидели бы, FPV-шки бы и операторы FPV-дронов, и сидели бы и ждали танкового врыва, чтобы только на них использовать те самые FPV. Сейчас этот вопрос решается только еблей тыла геранями. Понятное дело, что это то, что можно пихать в новости, но это не то, что кардинально решает вопросы с снабжением. Ну, очевидно, что хохлы с этим справляются. Поэтому такая вот хуйня. Вот такая вот хуйня. Поэтому и ебля такая стоялова на фронте. Потому что, ну, блядь, авиация это главная ударная мощь. Не танки, блядь, не артиллерия, авиация это главная ударная мощь сегодня, вчера и на 150 лет вперед и выше. Именно поэтому все НАТО и ориентировано на авиацию, и можно сколько угодно говорить о том, что там хихихаха, блядь, американцы хуянцы и так далее, блядь, долбоебы, Европа, пидоры и так далее. Но они неоднократно доказывали то, что эта идея не только состоятельная, но и она приводит к очень разгромным победам, блядь, любого противника. Любого. У Ирака в 91-м была современная система ПВО, у Сирии была более чем современная система ПВО в долине Бека, да, где по сути только система ПВО и стояла. И израильтяне спокойно, ну как, не спокойно, а гениально спланировав операцию и имея все, блядь, для этого, для прорыва ПВО, разъебли это в ноль. Вот, и эти же люди, ну, это тот же американский опыт по прорыву ПВО и прочие хуеты. Эти же люди расхуярили в Иране, да, летя из Израиля, блядь, в Иран, через две страны пролетали и расхуяривали ядерные объекты на территории Ирана. Вот вы представляете, насколько сильно охраняется ядерный объект в Иране? У него тоже есть совершенная система ПВО. Вот, они это все умеют и могут. Мы это не можем, потому что у нас нет опыта. И мы этим никогда не занимались. И ничего для этого не делаем. Поэтому такая-то хуйня. Так. Могли бы рассказать, как Ирак. У нас в России все новости говорят о том, что этим летом или осенью все закончится. Это новости говорят.
А на деле это же, блядь, не так. Ну, блядь, не так и все. Даже если будет какой-то договорняк, он будет такой, блядь, для вида. Но все равно будет стрелкотня и прочее поебота. Это же очевидно. Мандраж, здорово. Товарищи, смотрите на вещи реально. Вы не видите все картины. Там наверху сидят умные люди. Точно, жадные, но умные. Они все... Видел сейчас, как дроны на забор, и они от проволоки летают. Ниточки. Мотивации нет, как 80 лет назад. Но это уже мы говорим про тыл. Тыл это тоже отдельная история, пацаны. Короче, я скитаюсь по серверам, пацаны, и меня везде пиздят. Вот какая главная новость. Тогда непонятно, почему логистику не разносят сложно. Ну вот я только что рассказал, почему не расхуярят логистику. Жуков и Рокоссовский. Ну, блять. Одного кандидата на Жукова и Рокоссовского убили. Такой Лев Рохлин был. Убили в 90-х. Но наверняка есть достойные командиры. И наверняка они уже повыше всплывают к рулю, как говорится. Да, блядь, это комплексный вопрос. Вы понимаете, если ты посадишь, не знаю, Суворова, воскресишь и скажешь, давай, блядь, ебись. Такого не будет. Не будет. Это комплексная проблема, которая будет решаться долго. И самое главное, для этого нихуя не делать. Нихуя. Поэтому будет решаться еще дольше. Рокоссовский сидел в питерских крестах. Мы можем размышлять, спорить, да? Но все равно, правда, всей картины мы не знаем. Но это действительно так. Действительно так. Но есть всякие объективные факты, вот за которые я, допустим, могу высказывать свое мнение. А то, почему не делается то или иное, так сказать, не принимается то или иное решение, я только предполагаю, потому что, блядь, я же в кабинете сижу, как говорится. Так, за то, чтобы якобы сливать инфо китайцам. Войска с Украины, даже если типа скажут, что война закончится, еще не выйдут лет 5. Да. Да. Ситуация похожа на конец первой чеченской кампании. Ну, тоже верно. Что-то под Киева жали смертный кассе. Ну, блять, про пытки Рокоссовского и так далее, как он там сидел, это надо еще разбираться. Да, потому что касается советской истории, там очень много всякого дерьма. Но я думаю, не просто так же его... Да, там он из немилости был реабилитирован. Тем более, надо понимать, что когда в начале войны, например, крупные соединения на территории Беларуси попали в окружение, были разъебаны. Тогда вот командование вот это все, всех тех ребят, которые, ну, по сути, были условно виноваты в некоторых вещах, расстреляли, блядь, и очень жестко с ними обошлись. Вот потом, и вплоть до сегодняшнего дня, кстати, подход к этому делу изменился, потому что советское командование после 1941 года было таким, что если даже кто-то делает крупную ошибку, ну, неважно какую, блядь, там на оперативном, тактическом уровне, на каком угодно, ему всегда давали второй шанс. Всегда. И зачастую этот человек оправдывал. Оправдывал оказанное доверие. Вот, поэтому я не думаю, что, тем более, блядь, пытки Рокоссовского, мне кажется, это где-то преувеличили. Как это, друзья? Но представь, гостайны снять даже дружественные страны. Пишет, что ложное обвинение в связи с японцами. У меня до сих пор сохранено видео, когда после начала СВО наши через дня в Киеве сражались, могли бы, ведь тогда все такое. Да не могли, конечно, там, ну ты представляешь, что такое Киев взять?
какой там город и какое нужно соединение для того, чтобы взять Киев. Надо было со всего фронта все войска, которые были, отправить. Но это глупость. Алло. Здорово. Да, знаю. Знаю, алло. Ну, я в обед поеду куплю букет от нас с тобой. Ну и что? Да, где взять? Да. А где их покупать? Господи. Блять, может я лучше букет купить? Ну ладно, разберемся. Я тебе потом перезвоню, в магазин поеду. Ну хорошо. Ну все, давай. Угу. Да, я стримлю. Ну все, давай, целая. Блять, слушайте, опять в отсосе, ребята. А у нас там в Беларуси как цены на машину, а у нас в России жопа, еще и скорт подняли. Блять. Бля, меня здесь добьют, ебаный рот. Вот как бы в таком рандоме играть? Кто шарит? Кто, блядь, шарит? Ну, значит, ошибся, он же, блядь, не одно ебло. Я вначале хотел написать Япония, а нет. Не, я думаю, что... Ну, очевидно, что Рокоссовский не долбоеб. Да, и операция Багратион это во многом его заслуга. Да, ну хотя у него были и некоторые косяки. Ладно, похуй. Перед тем же Багратионом, кстати. Да, пиздец, невозможно, блядь, вообще играть. Вот, и такой хуйней заниматься, как сливать информацию немцам, я думаю, этим японцам, я думаю, это хуйня. Ну, это какой-нибудь, да, донос, хуёс и так далее. Я думаю, что, возможно, допрашивали с пристрастием, но не более того, это все хуйня. Все хуйня. Ну, значит, ошибся. Про авиацию говоришь. Что думаешь про грузино-палестинский конфликт? В 2008. Что был? Но, блядь, судя по тому, сколько потеряли самолетов, в том числе не только, даже, блядь, стратегическую авиацию, нахуй, Ту-22, то я думаю, что применение авиации там было мега уебищным. Поэтому, блядь, да я думаю, там даже разговаривать нехуй. С учетом того, что конфликт, активная фаза длилась максимум неделю, проебать столько самолетов, это, блядь, надо было умудриться. Я буквально вчера по-питерски кресты смотрел, а там говорили про Рокоссовского. Ну, блядь, ты сам понимаешь, про советское прошлое тебе, блядь, столько наговорят. Там, блядь, пиздец. Там в ГУЛАГ увозили, да, миллионами людей, при том, что транспортировать столько людей, это физически, блядь, невозможно, просто потому что там нету, блядь, столько дорог, чтобы людей столько перевезти. Поэтому, я думаю, вряд ли. Надо, знаешь, что делать? Надо, если Рокоссовский писал хоть какие-то записки, там, я вот, честно говоря, не знаю, есть у него там мемуар или что-то еще. У Жукова есть. Есть видео, где у Жукова берут интервью, он там рассказывает о ходе боев и так далее. Вот. Это надо что-то такое там читать. Вот, но мне кажется, вряд ли. Я еще пойму, если там кого-то там выловили и в 30-е годы подопрашивали.
Да, попытали, может быть, ну ладно, хоть пытка это так себе выражение. Вот, а, блядь, такую фигуру, как Рокоссовского, ну, вряд ли. Вряд ли. Другое дело, если бы он был замешан в каких-то политических вопросах, тогда, да, вон Берию уже расстреляли. По политическим соображениям. Так, 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 так. Что там синема? На него донос был, вот как итог посадили. Сейчас горячек загорся. На 97 года в крестах были легальные казни для смертников. Мама звонила, не, сестра звонила. Сестра звонила. Короче, сестра позвонила, сказала, мамке цветы не вези, она хочет Анютины глазки, блядь, что ей подарили. Ну, цветы такие есть, которые садит на дачу. И горшки, блядь, под них. И хуй знает, где их искать теперь. Павел, здорово, губошлепом шалом, здорово, здорово, здорово. Так. Сиярд, здорово. Хай, дай поиграем. Ник. Ага. Может, их вагоном перевозили. Да, ну все это хуйня. Все это хуйня. Как ты будешь мемуары писать? Я? А, блять, о чем? Как я трусы на стриме рвал? Магазин для садовников. Ну вот будем ездить искать. Ник запишу. Конечно, запишем, но потом. Там все, что вы билетики покупаете, оно там висит, я их переписываю, которые я переписал, я их просто подтверждаю баллы. Что не сыть. Леруа Мерлен. Ну, есть магазины, да, где можно это посмотреть. 3 шестерочки. Оу, Ебать, сиките, блядь. Даже чмо без ОВН заезжает и въебывает. А девки вот эти вот, они сюда даже не смотрят. Не знаю, що це таке. Ну вы ж не думайте, я не совсем долбоеб. Конечно, я понимаю, где брать цветы, покупать цветы. Просто важно приехать в магазин, где оно реально будет. Потому что мамка их сама не нашла. Так что надо будет по городу поездить. Блять, катайся туда-сюда, вот нахуй ты так делаешь? Понял. Да, был в России. Да, все у вас заебись. Все у вас заебись. Бля, ну это пиздец, секите, вот он едет, блядь. Животное. Но. Скот. Мы можем только гадать. Пиздец, блядь. Эдвард Ауда по мне еще кидает. Как ты заебал, уебище, на ебаный рот. Я, честно говоря, не понимаю, вот откуда у человека мысль такая. На танке без УВН выкатываться, ему приходится выкатываться в полный рост, блядь. Во-первых, его не ебут. Во-вторых, он это делает раз за разом.
Сюда, блядь! Опять полоска несимметрична. Сука. Спасибо, родненький. Сюда, блядь. Охуеть. Михалыч, низкий поклон, пиздец. Подожди, тебя подсуну, я хочу. Он просто борт светит свой. Во. Во. Ой. Пизда, Михалыч, огромное спасибо за, считай, косарь. Охуеть. Низкий поклон за все. Короче, пацаны, последние новости стрима меня ебут как свинью. Вот, так что поближе к экранам, ребята. Если проводить аналогию чешской компании с нынешними временами, были заключены соглашения, так как был тупик в боевых действиях, после чего в течение 3 лет боевикам сами друг друга перегрызли, потеряли поддержку населения и на почве внутреннего распада. Ну, блять, наверное, да. Ну, например, в первой чешской кампании тупик был у кого угодно в боевых действиях, но точно не у чеченцев. У них, блядь, все было under control. Вот, и, кстати, точно так же, как и укров, ни разу в крупное окружение не взяли, не разгромили. Вот из Грозного вышли, да, в 95-м году. А в 96-м потом 2000 человек зашло и штурманули Грозный. Вот почему важно наносить крупные поражения, крупные, да, там, разгромы и так далее. Вот нихуя не боялись, зашли, спланировали операцию в открытую. Ну, прикиньте, что это такое, перекинуть 2000 человек. Да, причем нихуя, судя по всему, они даже не ночью перебрасывали. Ну, это, то есть, во-первых, хера гора мусора в радиоэфире. Этот радиоэфир никто, блядь, даже не чекал. Всем было похуй. Михалыч, опять полоска несимметрична. Сука. Смарт АЭС. Увлажнитель, мое почтение. Сука. Ну-ка, может, 8... Не, он шотный, нас не интересует. Я вчера рейд скинул на женщину Михалыча, а я у нее на стриме дошел до кондиции донатить. Красава! Ну, порадовал мадам. Алексей опустился под шканаль в прямом эфире. Смотрим. Намасте. Он сейчас заплачет и будет ревновать. Да, все. Поэтому я ненавижу девок, потому что им донатить. Ёбал рот тот ВК. Думал, что Семен комменты не читает, а у меня стрим 10 минут. Сам виноват, ну все, блядь. Теперь стрим не вырубаем, пацаны. Пидоры голдовые. Пидоры они все! Короче, надо будет искать Анютины глазки, ребята. Витебски. Сука, я думал, будет попроще. Я просто мамке куплю букет. Да, приеду на завод к ней и побалую. Оказалось, нихуя. Езди, катайся по городу теперь, пес. Не, нахуй меня ебнет. Хера себе, пацаны, баррикады налепили. Не толкайся, говно. Ну, я, короче, ему на тычку. Да, мне 400 урона нахуй не нужны.
Вячеслав ненавидит преступность и себя, что проебал донаты Михалыча, да. Да, рип де скин сразу же происходит. Ладно, мой на свет. Только видео слабо тянет, не оптимизирован, требует большие ресурсы. Мне кажется, просто код нарисован криво. Он поэтому такая хуйня. Что где-то он работает, где-то не работает. А то ебично сделан, тестировали хуёво. Тестировщики пидорасы. Ебать. Лежер хэт. Я на телефоне смотрю, ща выстрел 360 и норм. Ну и все. Мне кореш голубей заказал. Еще по всей области ни у кого нет. Вот это беда. А цветов дохуя ведь. Ну ладно, хорошо, что мамка не заказывает голубей, блядь. А я тебя, что проявляю в никуда много денег. В прошлом месяце 230к. Я сам даже, бля, пиздец. Пиздец. Эй, астировщики. Наверное, алмазы доставишь втихаря, когда буришься. АВМС. 460. Смотрим. Hello, банды честных людей. 360 рублей. Саня, спасибо огромное за Максима. Это Максима? А нет, МК что там? Нога 37 размера, не в курсе. Пизда, блядь. Вот как настреливать, ребята, кто шарит? Есть старец, который вымолит сессионку хотя бы в 4000. Может до 46-го раздолбить. Ай, блядь. Пердак 46-го размера. Стример, подвинь видос, чтобы Михалыч видел некрасивую полоску. Лично Михалычу в сообщение будем присылать каждый день полоску. Как тебе полоска? Арман, здорово. Танки закроют, не закроют, пацаны, не сыть. Но сегодня суд у них. Вот, сегодня кто-то получит фингерстик за беспредел. А, я понял. Вот, а танки не закроют, не суть. Молодой и неопытный стример, но... Святая Русь — это переделка Света Руси. И вообще, слово Русь значит свет. Так вот. А Беларусь, это, значит, белосветлые? Возбуди их, возбуди. О! Закроется, чтобы работягам на халяву Т-44-100 не давать.
Юля, привет. Спасибо за ваших мужчин. О, ну ясно. Михалыч вчера удовлетворил Fucking Beach. А почему должны... Смотрим, Витя кислый крыса. Или крыса. Ну, во-первых, Витя кислый хуй бы с ним, он хотя бы не скрывает, да, то, что он кисленький. А вот директор Лесты сказал то, что они честные люди. Вот сейчас мы, блядь, посмотрим, насколько. Достаточно ли честные люди? Или честные люди тоже пиздят? Мне кажется, это отличное название для какого-нибудь фильма. Да? Скажи про то, как учился на программиста. Сколько блоков прошел? Сколько месяцев учился, на каком моменте решил? Я отучился 1,5 года. Учился, блядь, безвылазно, вообще все свободное время тратил. Но потом почему-то я решил, то, что я смогу создать YouTube канал и одновременно лепить видосы, стримить и учить программирование. Я охуенно сразу же стал понять, что нихуя, блядь, не успеваю. Вот, но зато стало понятно то, что YouTube канал пошел. YouTube канал, блядь, пошел. И, короче, я все время въебал. Ну и у меня еще и работа была, и зачастую я ездил по этим командировкам на целый день. Вот, ну и, короче, стало понятно, что, блядь, программирование я просто, блядь, не осилю. Вот, и, короче, все время въебал в стримы. Вот и все. На этом сказка кончилась. Учил язык Java. Не JavaScript, а Java. Творил так вот и творил аж дважды. Оу, е! Михаил Чухайный молодец. Настоящий мужчина. Все по стандарту. Активы Леста перейдут к государству. Блять, ну тут хорошо мало, потому что если государство начнет заниматься игрой, то мы действительно узнаем, что такое хуевая игра. Вот поэтому будет пизда. Но я думаю, что гей-гейминг, если уже будет такая совсем жопа, то он хуй что отдаст. Актив отдаст, игру он не отдаст. Игру он не отдаст. Придется, конечно, новые сервера открыть. В приграничных странах. Но все, но, типа, блядь, схуяли они просто так отдадут. Тем более, что гей-гейминг, да, это Европа эти. Так просто никому ничего не отдадут. Привет, тетя. Так, косопузый шалом. А, то есть тебе времени не хватило, чтобы доучиться, учеба или занимает много времени. Меня занимало все время, и этого как будто было недостаточно, я так скажу. Вот. Вот. Ну, я и так вот со стримами, например, вы думаете, я часто отдыхаю? Нет. Я, блин, почему-то думал, что... Ну, я и стримил поменьше тогда. Я 3 часа в день стримил. Плюс моя монтировка видосов, ну, тогда занимала где-то тоже часа 3. Плюс на работу 8 часов. Плюс поспать 8 часов. Математика Вячеслава. Там 24 часа выходит вообще или нет? Ну, мне-то, блядь, было плохо, потому что я занимался тем, что потом должно было дать выхлоп. Ну и потом оказалось, что я просто, блядь, ну, не успеваю нихуя. Нихуя. Какой у тебя не таран? Бля, я думал, того дебила доберут. Че я так думал, не знаю. Очень хочет на тайпе поехать. Бля. Ну, короче, блядь, я учился. Да, дохуя, что там домашние задания, все висят, все дела. Ну вот, ну, объективно говоря, нужно было, чтобы быть на приемлемом уровне, ну, как мне казалось, чтобы, да, там железно собеседование пройти и попасть на хорошую работу, надо было еще, наверное, года 4 учиться. Хотя я реально много освоил. Вот. А сколько по плану скиллбокса обучения рассчитано? 2 года.
Там я, короче, покупал обучение... Блять, у них там еще всякое дерьмо. Обучение на год было. Потом, ну там же, как только, короче, началось СВО, Гачеслав учился сам, во-первых. Началось СВО, я сразу понял то, что, блядь, сейчас все программеры съебут. И я в этот же день купил себе обучение. Вот вечером 24 числа я купил себе обучение за бабки, чтобы быстрее отучиться, быстрее, блядь, на работу устроиться. Мы честные люди. Type 4. Ясно. Следующая катка на топе 4. Ну такая хуйня. Потом у них, блядь, мы проучились там, не знаю, как-то, наверное, первый семестр или что там, 3 месяца отучились. Или даже полгода, был неплохой учитель. И потом он, типа, перестал преподавать. У них вообще не было преподов. Мы еще полгода сидели без препода. Вот. Это я год учился до вот этого, учил программирование, до этого самостоятельно. Потом в этой хуете вот полгода перерыв. Потом нас перевели на другое обучение, которое 3 года должно быть. Мы там... И вот там я еще потел где-то, наверное... Блять, ну какое-то время, наверное, еще полгода, короче, потел. В сумме, это с учетом того, что те полгода, который был перерыв, я самостоятельно учил, короче, блядь, там даже не 1,5 года, там хуй сколько. Там минимум 2 года я учил. Канал вел на ютубе тракторный. 10 часов работаешь, 5 часов видос монтируешь, в итоге спать и есть в сутки не умещается. На 4 месяца все хотел. Ну да. Это ёбля. Это ёбля. Семен, иди работай руками. При СССР был развит рабочий класс, а теперь работяги на бутылке сидят. А нужны они так же, как они больше. Да я всю жизнь работал руками. Вот, ну ладно, потом я не работал руками. Да. Ну, как только у меня появилась возможность не работать руками, я работал, блядь, за компьютером. Вот, ну, либо языком, да, в торговле ты там языком работаешь. Я покупал обучение инвестициям за 30к в кредит. Пошел 1 урок и забил хуй в кредит за 6 месяцев. Бля, пиздец. Пиздец, красава. Самый главный опыт по инвестициям — это риск. Мини-техника, трактора. Уровень участков. Блять, ну у тебя, честно говоря, толковый был канал. Рили образовательный. Немножко АЭС, немножко руками. Ну, для рекламы это реально нормик. Особенно вот TikTok, например, он распространяет видосы в первую очередь в ареале твоего обитания. Вот из Витебска все мои, блядь, знакомые, во-первых, вся родня в ТикТоках видели мои видосы. Ютубы, ВКонтакте и так далее, они, блядь, с этим даже не знакомы. Соответственно, для рекламы, вот, допустим, да, там, вот у тебя, ну, получается, это бизнес, да, в Питере. Лепи всякие коротенькие видосы, ну, если получится, конечно, в ТикТоке выкладывай, это будет хорошая реклама. Не грустите, я вам песню включил. Ну-ка, ну-ка. Это не сигмабой. Интервал, ясно. Надо не забыть катку еще на тайпе. Саня, спасибо огромное. Я топил за ручной труд и стараюсь продвигать рабочий класс. Где-то можно подойти, сказать. Понимаю. В принципе, я интересовался этим направлением. Говорят, что сейчас требования к IT-специалистам стали еще выше, чем много назад. И в самом работе спрос там проще, что все эти рассказы про печеньки работал, уже не работают. Ну, во-первых, там херо гора народу, там уже нету нехватки трудящихся, особенно на самых этих джуниоров, тем более, и там, соответственно, и зарплаты сумасшедшей нету. Вот, это уже все ближе и ближе к обычной работе. При том того, что есть чат GPT, который, блядь, зачастую решает многие вопросы. Ну, по крайней мере, за джуниора так точно. Понятное дело, что в разных конторах разные эти обязанности на джуниорах, но все же, блядь.
все же, блядь. Вот, так что, чтобы работать и зарабатывать хорошие бабки программером, нужно быть мега пиздатым программером. А это уже как и в любой специальности. То есть просто будучи ложком, это там что получишь. Если нахуй не надо сейчас. Но я, допустим, руководствуюсь тем, ну, мне, честно говоря, похуй, что там надо на там государству и так далее. На вот им, ну, допустим, нужны трактористы, ну, блять, окей. Мне похуй, я занимаюсь тем, что я умею делать хорошо. Вот, ну, не стрелять, очевидно. Да, потому что если я пойду и займу, допустим, специальность, которая нужна государству, никто спасибо не скажет. Вот, более того, меня еще на бабки наебут, как обычно. Бульдозер на аватарке нарисованы, не могу ссылку брать, и YouTube все еще не говорит. Вот такой Валерий, да. То есть, получается, твой план вкате в IT не сработал. Эту нишу заняли быстрее, чем казалось. Но это нишу джуниор-программистов, да, самых лоховских, на которые ты рассчитываешь после обучения, быстро заняли, да, за 1,5 года. Их просто оказалось так дохуя, а нехватка была именно в опытных специалистах. То есть пиздатые специалисты съебали, а лохи и так нигде не нужны. И получилась такая хуета. Ну, это похуй, да, потому что тебе главное устроиться хоть куда-то, получить опыт и дальше прогрессировать. Ну, вот. Но мое обучение закончится на том, что я, получается, перепрофилировался. Ты мой герой, тракторист спасет мир, Понял. Поехали, блядь, куда-нибудь подальше. Тут, ребята, скотный двор. Гачи святыми разве не могу? Гачи святой ебасоси. Он там выехал или нет? А нет. Nobody там. С другой стороны, слушаешь СМИ, на рынке нехватка кадров везде, а любые деньги готовы платить, начинаешь смотреть вакансии, предлагает копейки за огромный объем и еще шкуру драть, да, да. И это действительно так, ну а хули вы думали, пацаны? Low level сложность не подключена. Ну вот. Единственный вариант это... Ну, самый нормальный вариант это вот хорошо закончить школу, блядь, получить достойное образование. Не. Ох, блядь, я думаю, попаду. И по этому образованию, да, трудиться, ну, например, не знаю, в медицине, например. Вот, но даже за пиздатые бабки, работа хирургом, стресса там, блядь, будь здоров. Будь здоров. И получается так, что простого и надежного варианта как будто бы нигде нету. Либо их все меньше и меньше.
Соответственно, все, что остается, это просто ебашить как конь. И надеяться на результат. Уровень обучения уебищный. Во-первых, уебищно сделано само обучение. Вот как можно, вот у вас урок по, допустим, там, по каким-нибудь дженерикам, ну по какому-нибудь разделу. По какому-нибудь, блядь, разделу. У вас домашнее задание по этому разделу. Но, блядь, в домашнем задании, блядь, задание, у вас материала из из урока, да, который вы проходили, либо серии уроков, ну максимум процентов 60, а остальное, блядь, там даже термины, которые, блядь, не проходили, тебе надо сидеть самому рыться и, блядь, и типа обучаться в интернете сначала самому, а потом на фоне этого делать, блядь, домашнее задание. А потом выяснится, что ты что-то не так, блядь, выучил, что-то не так понял. А ты, блядь, ты на уроке у препода можешь спросить, да, там, тебе непонятно то-то и то-то. Да, препод, вот как эту хуйню сделать? Он тебе может и скажет. Как ты, блядь, в интернете такое можешь не найти. У меня горело очко. И такой не один раз, а такой из раза, блядь, в раз. Из раза, блядь, в раз. Ты просто терпишь, как свинья. Вот, и, ну, ладно, хуй бы с ним. Так я же, блядь, деньги заплатил. Я же, блядь, деньги заплатил. Вы, может, мне дадите нормальную информацию, чи не? Вот, при том, что там 2 домашних задания в неделю. Ну, и ты вот с одним можешь ковыряться, хуй сколько. Ну, бывает такое, что тебе надо день отдать, чтобы всю эту хуйню сделать. А если у тебя этого дня нету, например. И то не всегда получается. То есть ты день отдал, нихуя не понял, что-то сделал, оно не проканало. Отправил на проверку, тебе вернулись, сказали, нихуя, переделываю. Вот, ну, блядь, так не делается, пацаны. Я все понимаю, что, да, там, ты учишься сам там искать информацию и так далее. Блядь, ну вы охуели, там почти 1000 баксов обучения стоит. Вы ёбнутые, блядь. Ёбнутые. Соответственно, обучение дерьмо. Так, попытаться найти работу. Подождите. Как? Я не пробовал попытаться найти работу по этой теме. Вот, потому что я был просто не готов к собеседованиям. Собеседование в программировании реально конкретное. Там надо дохера что знать, да? Код написать, все такое, там несколько этапов. Вот я к нему не был готов. Поэтому не пытался. Никогда счастья не будет, если работаешь на кого-то. Надо свое дело заводить. На дядю ты заработаешь. Дяди. Ну, я много где работал, и кое-где, блять, мне даже нравилось. Я там работал не на себя, но в целом было заебись. Я думаю, что счастье найдешь только тогда, когда начнешь ценить и радоваться тому, что есть. То, что в ином случае всегда будешь хотеть чего-то большего. Но у тебя есть мадам неплохая, ты на других баб засматриваешься. Но как будто бы, блядь, несчастлив. Вот, надо засматриваться на свое. Ну, например, я условно говорю. То же самое про жизнь. Надо хотя бы себя иногда, как сказать, тебя палкой тыкать и говорить, блять, у тебя вот это и вот это заебись. У тебя, допустим, родители хорошие, да? И живешь ты не впроголодь, у тебя все нормик. А вот ты, допустим, там бабки хорошо зарабатываешь. Заебись, хули ныть. Ну, тогда, может, посчастливее будешь. 2 друга вкатили в IT вообще без обучения. Повезло, оказалось в нужное время, в нужном месте. Молодцы. Вторая заповедь 300 баксов, да. Именно в итоге посидел, но я в школе, конечно, что тебе на собеседовании дают тестовое задание. Никогда с этим не сталкивался. Ну, я думал то, что... Блять, ну вот у нас, допустим, в Минске, не знаю, как сейчас, раньше было детонатор, низкий поклон за рейд и привет. В Минске у нас в свое время была херова гора контор айтишных. По сути, айтишный город. Я как-то чекал, по моей специальности было 500 чем-то вакансий.
Я хам, бля. Мякиш, здорово, мой почти. Приветик, Редик. Азат, шалом. Всем здрасте, пацаны. И не пацаны тоже. Арточка едет. Арточка не едет. Блять. Я его хотел подтаранить, вам так скажу. Блять, ну ладно, окей. Сука. Таран. Не. Ну, считай, дал ему тычку на 600. Блять. Чекалась вакансию на джунов, на одну вакансию. По 180, по 100-200, ну да, раньше тоже такое было. Этих, блядь, программеров херово гора. Ну и, соответственно, конкуренция жирная, соответственно, просто лохом, я думаю, если придешь, там таких лохов херово гора. Мне кажется, хуй возьмут. Ты, бля, даже не читаешь шашлык. Саня, я проебываю, да, комменты, извини. Там столько комментов, что я, наверное, все не успею посмотреть. Я думаю, все здесь прочитали голосом Бэтмена детонатор. Бэтмен хватает киску и ищет у нее детонатор, смотреть онлайн. Получается, мы средства взрывания, типа тротиловые шашки, а детонатор у нас вошел. Он средства инициатора, абсолютно. Или что я тут? А на семье нужно идти. Паша, счастливо, будь здоров. Здорово, ёб, говорю, только написал тебе. Здорово, Саня. Ну, здорово. Бля, сосу весь стрим, пацаны. Весь, блядь, стрим, нон, сука, стоп. Удел наказан я твоего за проебанный вечерний стрим. А если бы YouTube не пошел, ты бы продолжил учиться? Да. Ну, у меня, во-первых, так была неплохая работа. Я торговым агентом работал на тот момент. Короче, меня сократили, когда я работал уже лет 4 или 5 лет отработал. Ну, я бы и в торговле прижился. Просто что хотелось что-то поменять. Либо еще был вариант ехать в ту же Москву, да, там в торговле работать как-то. Там бабло можно было заработать. Камень, да ебаный рот. Знаете, что надо съебываться? А, подождите. Короче, там МБТ Бекус. И он заебет. И он заебет, если вовремя не свалить. Я не понимаю эту озвучку. Озвучка как от Камулей на подкалиберном снаряде, блядь. Но это же смешно. 14,5 часа стрима, пиздец, ты поехавший. Так, Саня музыку заказал, ну-ка. Ну-ка. Человек яйца, ну-ну-ну. Одна из моих специальностей взрывотехник. Я вот детонаторов не боюсь. Вот она. Есть. Продажа за 10 плюс лет. Печенька, кстати. Ну, я, допустим, понятное дело, смотря какая контора. Есть же такие конторы, то что мы команда. Мы там, вот как в Пятике я работал, у нас
заведующий магазина в 5-м, блядь, элементе. Один из самых крупных в городе был, 5-й элемент. Она до этого была заведующей в каком-то сельском, блядь, магазине. Там просто пиздец. Там просто нахуй пиздец. Там... Ну, короче, дыра дырой. Невозможно было работать. Я даже на заводе в самые хуёвые времена было приятнее работать, чем в этом ебаном 5-м элементе. Вот. В некоторых частных конторах было более чем заебись. Да, вон у меня кореш в этом автомобиле продается в магазине. А там хорошая зарплата. Ну, то есть, ну, где-нибудь я бы, блядь, пережился точно. Билетиков купили где-то под 30 штук. Здесь он не сольет сам БТБ. Да, песня жизненная. Каждая строчка про меня. Вот прям мятый элемент. Бля, когда-то, короче, в 5-м элементе можно было... Просто работа мечты была. Там были самые низкие цены, и можно было продавать там пачками все, что хочешь. Ну, то есть план всегда выполнялся. И зарплаты вообще адские. Это... Ну, прям пизда, прям просто пизда. Туда попасть было тяжело. Ну, где-то в 21 год сходил туда на собеседование. Не в одну более мелкую контору. В итоге меня в мелкую контору взяли, а в 5-ка позвонили там на неделю позже. Ну, типа, я уже пообещал, что устроюсь, и все, в 5-к не пошел. Вот, ну, в более мелкой конторе можно было тоже так же зарабатывать, но нечестно. Но нечестно, но там было заебись, там было, бля, человек. 8 лет работал в МЧС. Я в МЧС тоже пытался устроиться, чтобы откосить от армии. И вот этой в охраны, все такое. Не срослось. Раньше в Евросети работа мечты была, очень хорошо платили. В 2010-м в проходном магазине продавцом. Вот в 5-ке тоже такая же хуйня. В те времена там где-то такие бабки тоже. Вообще нереальные по тем временам. Ладно, погнал. Давай, братан, счастливо. Спасибо за рейд еще раз. Понял. Сверху его шлепнули. Здесь заделали, если что, всю эту хуйню, чтобы пацаны не свешивались, не ебали сверху. Вот, я вам напоминаю. Даже бабаха нашел себе место. Человек. Ты какой человек? Человек с именем. От армии не может. Мне пришлось... Поможете, мне пришлось отдать долг родине деньгами, блять, хорош, тоже вариант. У нас такого нельзя, у нас не такой уровень коррупции. Ну, блядь, 9 лет вам честно, надо понимать, что, по сути, тебе эта армия нахуй не нужна. Да. Лучше, наверное, год в армии, чем 9 лет в МЧС. Ну ладно, в МЧС тебе деньги платят. И не мухры, не хухры. Яйца, яйца, человек. Начекал меня огни. А, меня в жопу начекали. Бля, прикольно. А, концерт в яме там лег. Ну, куда меня поливают? Бля, сколько тычек в землю улетело вот таких прям важных сегодня? А? Ебать. Пошли еще на другой сервачок сходим, я, блядь, не знаю, как с этим бороться. Саксом Декс, именно. Но рогами дорога.
Пизда, человек яйца, пацаны. Ты не человек, это яйца. Человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца. Где, блядь, найти эти ебаные анютины глазки, пацаны, витебские? У мамки днюха сегодня, поеду искать. Человек яйца, человек яйца, человек яйца. Поеду, блядь, искать. Надо их привезти, подарить. Человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца. Яйца проникли в мозг. Человек. Человек яйца, человек яйца. Это единственный трек, где в гаче версии больше смысла. Ну ладно, я не так сказал. Больше слов. Больше слов в гаче версии. Смысл-то в любой гаче версии больше. Так, гугли, я просто... Позвони нахуй, я хоть кататься просто так. Я тоже так думаю. Будем заниматься этим вопросом. Ох, блять! Бля, трек 9 минут. Было что сказать в треке. Я больше получил в итоге в МЧС специальности, звание и т.д. Денег и в МЧС не платят. Но зато я на пенсии. Ну ты fucking bitch. Не встану хвастаться. Прям гешталь закрыл жизнь. Красава, красава. Кстати, в курсах Михаил 45, он на пенсии. Официально. Человек яйца, 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 человек яйца. Мамулю с уважением поздравляю с днем рождения. Спасибо большое. Мы передадим. Человек яйца, человек яйца, человек яйца. Ну поворачивай, еба. Человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек Старше, мне 33 и еще до пенсии дохуя, блядь. Это вот самый большой миф всяких вот этих вот структур, да, там ментовка, армия, там чего угодно. Люди зачастую работают просто для того, чтобы пораньше на пенсию съебать, а по итогу пенсия копеечная, и они ебашут еще и на пенсии. Вот, причем, что ты после 20 лет уйдешь, у тебя там процентовочка низенькая. Ты будешь как человек яйца терпеть за копейки. Еще 5 лет побольше, а потом и тоже не дохуя. Ну и, короче, пиздец. Зачах по шпалам сана, нихуя не получил, только здоровье оставил. Пизда. Пизда. Кирилл, дед здорово. Яйца, яйца, человек. Подкрався, смотрите. Габелла, привет. Давайте, может, отсюда подсивнем. Завтра работал для нас своя трактора. Let's go. Видит меня. Ах, пошел. Сука. Нихуя себе он выехал.
четко на него наводился. И 3 семерочки, йоу. Но смешно, что уже даже в армии выдали Дашкина и Берца, а мы все в сапогах, сука, блядь. Ну, вещевик у вас долбоеб, который по стране. У тебя петухи же есть, экс-погрузчик. Что у вас по часовка или процентовка? Ебать, он все-таки поехал. Блять, мусорка. Я думал, что они посидят трохи там в ямах своих ебаных. Очень фатальная ошибка, пацаны. Знаете почему? Потому что вот этих вот Алексов не докормили с имен. Их не докормили с имен, пацаны. Завтра скажут. Sorry for what? Да иди ты нахуй. Блять, артовод-то вот только в меня кидает и все. Ой, блять. Наш артовод не добирает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ойчки, ой-ой. Да. А, хуйня вышла. Я думал, что мы вот это побеждаем. По итогу нихуя не победили. Значит, надо было съебываться. Увольнялся в 15-м, только баретки начали какие-то выдавать. Это не вещевик, это типа хантер, да. Спецуха строгая. А мне показали? Или Цойчик играл? Это гачи-версия была, Цойчик. Надежда... Песня для честных людей. Надежду Кадышева служим, быстренько. И чем в итоге занимался? Ну, я выбирал для себя фитнес-клуб. И как выбрал? Мне придется уделить спорту еще 1 неделю. О, ты шо, куда пропал-то вчера? Да, нихуя, высыпался, блядь. Госпожу на поезд отвез. Сегодня приедет. И я гей-бой, и ты гей-бой. Так, а шо по Ценникова? Намулялись простенько, эй, гурбой. Здесь я, конечно, блять, ну надо было ехать на базу и там дотерпливать как Камдышева, да. Вот так. Вот так вот. Так было надобно. И Лёшка гей, и Сёмка гей. Эй.
А у меня такая, эта сборка... Ага, ну-ка есть. У нас типа для квалификационных с ебучим стажем, которые все могут умеют от гондона до батона 800 рублей в час. Если процент, то 23, но там с хозяином. В час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Новый. Это не стрим снайпер. Ну, может, этого кидала. Забрызгала меня. На голдовый ФГС, надо понимать, что это только прямое, да. Не жалейте Симин. Разукрашена золотом елка, в эту ночь город сказкою стал. Море огней в праздничном свете, Запах мягких зеленых иголок, долгих месяцев наша мечта. Пусть дарит мне вьюга свой ветер. Новый год. Бля, деда это ВЛД еще невозможно пробить. В принципе, как и всегда. Не жалейте жопу, мужики. Бля, я с полным сведением кидаю. Он просто дергается и сбрызгивает мне в ебло. И арта на 600. Заебись. Заебись. Бля, машина для убийства. Меня только зафиксировал, сразу же я ебнул. Да, и арта хитерит. Пидор. Пидор. Ты пар, блядь, в тайминг выживет. Lay it up, suck my cock. Солнечные скидки ВОЗ. Выбирайте выгодные предложения и наполняйте карточку. За покупками ВОЗ. Ой, надеюсь, меня арточка на 300, блядь, не накроет за этим камнем. Бля, не лезь, не лезь. Убьет. Хорош. Хорош, нихуя себе. А что за подарок судьбы? Ебать. Ну, можно и артой добрать.
Борис, здорово. Понял. Планка упала на эту модель. Ладно, нахуй иди. Ладно, нахуй иди. Штучка на ходу добрала. Бля, ну это такой смех. Просто, блядь, смех. Хорош. Я люблю, когда шо, да, шо именно опять фору зимбабвийских долларов выиграли. 4К, блять. Он для меня как костюм для 12-летним. Так, хватит, размечаем. Сука. Был еще 5-тонный куба. Следующий бой на хавеке, пацаны. 9-го левела. Что он даже... вот оно что. Ему не запихнули кабачок. Попытается съебаться ему пацану. Качаем-то опять хаве. Надо ветка. Бля, ну то, что он так поедет, не ожидал никто. Скот. А вот это на светик. Нахуй надо брать отметки. Там близко. Я думаю, что на топе 4 быстрее возьмем. Там можно. Надо только на него оборудку поставить. И все будет чики-брейки. Он бы без меня не насветил, прикиньте. Паша. Там что хуесосится. Говорят, Яга здесь, а? Ну, сейчас узнаем Лёшку этого, как будет начекивать. В какой позе. Карточка, ага. Ну, вот этого увидели. Уфистили его, да? Значит, его пидород можно где-то тут, а?
Дерганы мрази, эти люганги. Блин, надо распреда поставить. Что он сукует выкатываться? А неужели Яга в яме сидит? А, ну да, реально. И не вычекился еще. God damn right, блять. Бля, Енка. Ой, две зашло, пиздец. Ебаный рот. Ну ладно, они там все равно все шотные. Заебись, блядь. 5000, заебись. Заебись. Так. Что-то когда еще 35 лет до пенсии, еба. Семен, не сдавайся. Два тракториста встретились. Сейчас слова умные полезут, типа мини-форд или Даукон. Может название фирм, блядь, или что? Или мини-форд просто маленький тракторок. Это не надо, ну ладно. Распредвалы пиздят, там, поехали совсем. Вы чё? Вы чё? Песня включи, родненький, сейчас рублю. Disappear. О, у моей мамки день рождения, кто не знает сегодня. Принимаем поздравления. Семен, сдавайся. Сейчас тракториста будет лезть в тебя. И это название запчастей. А, ну ладно. Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых. Эх, блять. Скажи 300. В чате два тракториста. Осуждаю. Не, вчера вечером не было. 39 онлайн, ого. Но это рейдеры пришли. Поэтому так. Камон, let's go. ДМС, РСК. Против нас. Блять, точно, я на тайпе съездил, пизда. Сыграем. Капитан Анал, шалом. Саня переименовался. Привыкни к аппарату, но ебань, попутал. Но не похоже очень сильно, видите? Yes, sir. Мамина цветы. Пизда. И нужны Анютины глазки Михалычу. Мое почтение за 3 косаря, пиздец, блядь. Получается за 4 уже. Стримера на шишку. Dark Fantasy. Блять, если б не гараж, ябаный. Я думал, там в щелку подсунем, видите, не подсунули. На своей волне. Да я забыл, что там тайпа этого кидали. У меня все мысли были о катке, пацаны. Вот. Но я лалка. Что, вы первый день смотрите, что ли? А мог бы и на эти деньги заказать 12 боев на тайпе. Тратьте деньги правильно. Разумно. Поздравляю, у тебя сегодня
Гутен так, Фрезер, здорово. Мови здесь. Сюр, война. Михаил слишком добрый, чтобы заставить Семена по КД рвать тросы и кататься. Но если что, у нас новая мода на канале. Бои на Охухой, это ебать, он высвечивается в поле. У нас бои на Охухой на Тайпе 4 за 250 рублей. И за 10 тысяч я рву трусы на жопе. Жопу на трусах рву за 10 тысяч. Бля, куда он уехал? Он стопудово здесь в поле стоит, просто не светится. Но не забывай про Хохо. Но Хохо сыграем. А ты точно, ты, наверное, Тайпа заказывал? Ладно, мы разберемся. Заебался. Стал просыпаться и видеть надпись «Стрим был 15 минут». Очень страшно. Ну выспался хоть? Я вчера впервые, блядь, за 100 лет выспался. Там бонус трек вам, пацаны, заиграл. На, пиздюк реально здесь, он там. Хорошо. Вот Type 4, да. Симен. Башка закружилась, у меня только что получает награду, когда танк за 10. Сука. Так какие-то смартесовские читы там были только что, когда будет. Не забывайте заказать против АГС. Ну ладно, ебни мне. Каждый, блядь, вечер 40, сука, лет. И на светик пошел, хорошо. Выпустил дек, видели, не пробел. Предвкушение выпустил дек. No. Дохнет ФК. Бля, я, честно говоря, не верю, что дебил опять выкатится, но он выкатился. Я все думаю, что сделать 279 тут. Именно вас. Наебет сейчас стрим закончит по времени, и вечером мне выйдет. Вечером будет стрим. Все жопа обрыгал. Ладно, нахуй, фугасы нам не нужны тут. Так, ебнем. Штучка, блядь. Ну какой пидор, сука. Ну это просто смешно. Это просто, блядь, смешно. Куда он ехал, шотный, для Секити еще толкается.
По МСК все на 0 каждый день, кроме вчерашнего. Так. Может собака пушистая, бульба на единице, пизда рогатая. Грязная ОС. Блять. На быстро развернулся, ублюдок. This thing is 300 bucks. My anal. Черная зависть. Черная зависть моего анала. Ебать, ну это не в НЛД пичка. Бля, до последнего в кустах сидит и ебанец. Еби меня, дед, хоть с тобой. Терпешь, что, блядь, заебало. 300. Михалыч, низкий поклон, это пизда вообще. Однозначно. Это однозначно. Latex. Horny. Поехали на тайпе. 9 боев на тайпе. Так, сейчас мы разберемся, может вообще ни одного не заказали там. Bad. Ладно, один есть. Loop. Sex. Steve Rambo. Катка на тайпе 4, пацаны. Отставить. А, да. Да. Да, поехали. Suck dick. Да, такие еродивые, это пиздец. This thing. Anal. Comshot. Для души. 2 катки, да, на тайпе. Бля, Саня, не надо спамить эту хуйню. А, вот. Угу. Это даже 3 катки получается. Вы охуели. Вы просто охуели. Horny. Bondage. Поджигаю бандыч. Master. Так, давайте мы... Ага. Void. Horny. Подплот. Anal. This thing. Anal. Comshot. This thing. Boy. Тут не 3 уже. Да там он капитана нахуй не понаписал. Не спами ты поебатый. Бля, Саня, ты борщишь, Погнали, у нас 3 гейбоя. У нас 3 гейбоя на дерьме на этом. Эй, ну. Полница, комчет. Тут баллы трачу, а не просто сообщения на смарт-эсовце. На ковре, в принципе. Ну, поехали на вторую линию. На ебаном там зеленом змее. Такой аппарат. Элегантный, бля. Панда, здорово. Неокрепшие мы еще и получать награду за каст семена. За 1 поехали. Anal. This thing.
Ain't no. Kamsha. Тихо. Как, блядь, прикиньте, сколько они бабла въебали в эту рекламу с своей БТРой. Из каждого утюга. Блять, что происходит? Наш любимый танк стримером. Сундучок. Раскрыл схему, как вы. Заказывайте противогаз. 500 рублей катка в противогазе, пацаны, знаете. Не только лишь все знают, и слава богу. Как говорится. Всем уже должны страдать. Валар Маргулис, Маргулис Валар. Здесь как будто бы тычки лучше заходят, чем на Эрике. Не все могут в противогазе в завтрашний день. Тут на стриме рассказывал, что мальчишку срочненько противогаз надели, он там трохи попыхтел, и мозг начал отмирать. Так что, ребята, дышите, пока дышите. Секта свидетелей Тайпа 4. Бля, как он неожиданно появился, да? Короче, я наверх не успеваю. Moving up. Блядь, еще развернулся непрезентабельно. Блядь, а там развлекли. ТГ Семена в стиле кадры судолеса. Я думаю, что там же не будет заключения, вот прям вот сегодня там будет заседание Хуева гора. А так сходу у них, я думаю, жопу не отберут. А в маску? Найн. В маску не попал. Походу мышку надо проверить, работает она. Играл на D7-9. Снаряда попадает тоже в ЛД, не пробивает. Алешек последней капли было в борт, 8-9 не пробил, и он с вертухи не сводясь, мне в борт дает почти на фулку, ебать. Под песню Sigma Boy, блин. Это как комбо. Но он маску ебется нормально. Waiting like I do it. Блять! Ну все, еби меня, мужик. А, вот так вот, ну и все, блядь. Ну и все. Мои поросятки опять отдали жопу свою. Помогу бы это. Мусорка вкатывает. Блять, и все шотные, но вы совесть имеете, суки.
Да уж. Да уж. Не, суд идет еще. Адекватное наказание за вчерашний прояб. Согласен, 2 катки. Целых 5 рублей. Я думаю, именно понял свою ошибку. Я очень расстроен, да, я раскаиваюсь. Я раскаиваюсь. Еще 2 катки. Еще 2 катки на этой хуятине. Танк хуятина. А как эта музыка вырубилась, я не понял. А, реклама. Schoolboy. 3 отметки на тайпе. Блять, уже 80%, пацаны. А новых уход там, наверное, 92 или сколько? Да, скорее всего, будет несколько заседаний, плюс если лес, то не устроит решение суда, могут подать апелляцию. Стопудово будут. Еще растянуто это, блядь, на 300 лет. Сука, жалобные эти сообщения, да, неделю назад они выпустили сообщение. Суд назначен, заседание назначено на 27-е. Мы не, это слишком мало для сбора доказательств. А до этого, блядь, месяц вы сидели с пальцем в жопе, нихуя не собирали. Блядь, такие, видно, что там сволочи, блядь, просто сволочи работают. Ищем спонсора. 100 боев на тайпе 4. Блядь, но я даже не знаю, сейчас мы посмотрим. 25, это 25 тысяч будет. $25 тысяч. Я думаю, такого не найдется человек. Так, придется. Трура, здорово. Как у тебя терпения хватает в это играть? Я 2 мышки расхуярил и выставил ПК на продажу. Купил PS5, играю вообще как. На PS5 тоже есть танки, скачивай. Госпожой-то помирились, чего она не здоровается с нами. Она к мамке поехала, сегодня приедет. Да, помирились. Там она к гинекологу вчера ходила, там, блять, анализы сдавала, у нее просто там пиздорез небольшой. Вот. Может быть, даже будет operation. Вот на фоне этого и помирились. Ждем коробки в стиле тюремной символики. Алива обиделась, что ей не донатили. Да не, помирились. Но она там приболела, у нее там 2 кисты, даже 3. Сдавала анализы, бля, там переживала, пиздец. Вот поехала к мамке, там у нее у младших сестер днюхи были, она все никогда ехать не могла. Вот. Короче, вчера я ее отвез, сегодня заберу с поезда. Giving on your anal. Сказали, ей не надо, нельзя стресс испытывать. Блять, а где, ну у нее стресса в жизни нет. Когда типа нихуя, сейчас не стресс отстать. Приедем, настропоним тебя. Нужно срочно поругаться с госпожой. Giving on your anal. После стрима пойду умоюсь, голову помою, прочешусь, пойду куплю цветы, мамке торт куплю. Сгоняю к ней на предприятие, поздравлю от души. А 30-го будет, короче, розыгрыш будет 31-го, а 30-го заведухи стол забронирован. Будем мамкину днюху отмечать. Перемены мест стропонящих, глубина не меняется. Блять, я ж не туда поехал. Госпоже на лечение кормилица. Пизда, Михалыч, блять, охуй. Ой. Низкий поклон. Ебанешься. Наверное, написывали таблеток всякого того всего. Она где-то вот, если на ваши бабки, наверное, уже 1008 потратила. Там свеч, хуеч, там таблетки-то, бейсбола, там просто пизда. И плюс анализы еще.
Я еще вчера сказали, типа, ну, значит, сдаем анализы на рак. Госпожа впечатлительная, она такая говорит, я там сразу в ахуе. Говорит, ну, вообще, это нормальная процедура, раз в год сдаем. Своей госпожи. Надо Type 4 заказать. Ну. Блять. Слушайте, а здесь прострел, кстати, неплохой. Вот, короче, всякие анализы, блядь, там, ну, к врачу платному ходила, само собой. Здоровье важнее, блядь, да, но катки на тайпе заказываем. Прикиньте, вот Гачеслав, допустим, там в 60 лет стрим запускает. У него от игры на тайпе поднимается давление. Давление. И, блядь, заебут стопудово. Кормилица госпожа должна быть в порядке после лечения. Пожалуйста, к осмотру пристань. Хорошо. Хорошо, покажем госпожу. В здравом виде. Бля, там этот без пантера терпит еще. Спасибо, родненький, просто охуеть. Просто охуеть. О, блять. Не унывай, папаша. Мне сейчас тоже разъебнут. Он не будет светиться. На. Городская карта. Тут один танк остался, арта вот сплевывает только по мне. Сука. На, его там не выпускают. Да, Вафик или кто подсунул? Type 4, противогаз, Понял. Sigma. Понял. Блять. Плюс в отметку не ребят. А таран? Блять, не протаранил, сука. А вот так вот. Я еще не выпустил свой последний камщат. А вот похоже уже, да. Да уж, блять. Ко всему общему осмотру на стриме, но билетики на осмотр где покупать. Донатил на 100% отметки. Пиздец, блядь. Так, ну что, у нас там Сигмабой. И противогаз. Саня, низкий поклон. Come on, let's go. Это получается... Сколько мне еще боев на тайпе? На 100% отметки на тайпе 5. Так, вот это была вторая катка или не? Мне походу еще две катки, да? И одна в этой хуете. Трусы не буду. Ну дождемся, сейчас тайпа из боя выпустят погулять. Будем противогазе шарить.
You gotta moving up. Рви, алчная жопа. Нет. Наша специально на разрыв трусов занесли. Я тогда сразу встану и порву. Я смотрю, ты вошел во вкус на японцев кататься. Я бы сказал, знаете что, я как-то не отчаиваюсь. Причем, судя по всему, у нас даже лучше бои получаются, чем на Эрике. Попадаешь в ад, а там тебя заставляют играть в танке, а у тебя только Type 5 Heavy в ангаре, да. И ты попадаешь к пол 11 левелам. И они тебя стрим снайпят. На ФГСах. Но я думаю, это не самое хуёвое, что может быть. Да, тебя могут отправить в ад и скажут, ты теперь будешь не Рью. Ты теперь не Рью. Твои действия. У меня только ГВЕ 100, я уже в аду. Кто его знает, сейчас непонятно, что страшнее. Играть на ГВЕ 100. Во-первых, ты вообще в танке даже не играешь. Так что ничей пердак ты не подпаливаешь. Наныл, а теперь еще и вымогает. Вот, блять. Картинка где-то 5 черных БЗТ. 70 на диване сидит 5. 5 накачанных китайцев пялят жирную японскую повариху. Смотрите онлайн. You gotta moving up. Может, тебя пацаны катку вытащили. Fuck you. Блять, а у вас тоже дождь целыми днями ебашит? Меня настолько это заебло, вы не представляете. Я, блять, негодую уже который день. Ты хули вчера не стримил, а утром я стримил. Неправда, утром я стримил. Ты в Дубаях или нет? А для именно это когда не ебут. Настолько это точно. Блять, у нас целыми днями дождь просто без остановки. Ну вот сейчас трохи успокоился. Даже, наверное, не идет. Либо мелкий. А вечером я проебал стрим. Вечером прилетаю. О, ты уже вылетаешь, наверное, туда, да? Если пизда обещает грозы и сопустишь. У нас уже и грозы были, пацаны. Вот, у нас пиздец. Погода, якорь мне в жопу. Жарища 30+, осуждаю. Валентин, здорово. Который Власенков. Вообще надо, наверное, под говновоз кататься в противогазе. Ты дуэнил вместо стрима, Там не выебывайся, нам виднее, под чё тебе кататься. Что боюсь сделать 96%, хорошо. Нам надо тогда ебнуть все танки на карте. Я дуэнул вместо стрима, да.
Кто опять купил твою жопу? Не знаю, но не ты. Но знай то, что это не ты. Бесплатная оборотка из рангов. Нет. А, в рангах, может, и поиграю, а в натиск нет. Вот так вот. Боже, ты засунул в очко в палец без смазки, да. Твоя жопа стала слишком дорогой для меня, fucking bitch. Чекни, Алёша, 441, правда, это евроак. Это твой? А теперь тоже Сигма, так играющий. Бля, главное не забудь после катки чекнуть. Только здорово. Газовая атака, да. Блять, а что мне делать в том бою? Надо дикнейм этот сохранить. Я потом буду искать пусть сколько. У меня УЗК валяется где-то, могу подогнать. У меня есть полный комплект УЗК. Я спиздил из армии просто то, что мог позволить себе. Не то, чтобы он мне был нужен. Так, ты сталкер настоящий, Нет. Я куплю все пинос. Страшилкин, здорово. Меня настройки, друг из ВДВ, это все, что смог свидел при дембеле. Молодец. Fucking common уже год. Да ты заебал. Вчера уже на Михалыча спрашивал, что с людьми, взрослыми мужиками, просят песенку 15-летней девочки с ставками мертвого гей-порно актера. Молодцы. Мертвый
Кто ты, ласковая Сакшен или мертвый Билли С? А я нажал на выстрел, ну ладно. Сука! Little Gift, блять. Ох, блять, ох. Little, блять, Gift. Блять, у нас еще катка, наверное, на тайпе, да, висит. Поехали на Эрике, а потом на тайпа сядем. Сука. Сука. Я уже забыл, что хотели. Они глазки или может какую-то еще хуйню? Я читал, пишут, что Лесту оторму, скорее всего, типа даже Коммерсант, газета, статьи удаляет. Вообще опять тебя балует, да. Там госпожа приболела. Он госпожу подогрел, там нихуево. Так, чекнем, давайте дикнейм. Ну, сейчас мы, подождите, найдем. Так, КТТС. КТТС. Блять, как на КТТС перерубить? А, вот евро. Короче, на евро не находит. Но зато есть такой же в инстаграме никнейм. Алёша 441 это черная телка. Ну, чтобы вы не думали, что я пизжу. My name is Van. Алёша 441. Перформанс арт. Он толстушка. Короче, толстенькие телки, они все вот так вот лицо фоткают, потому ну, вот по плечам видно, да, что она крепенькая такая. Ползет куда-то. Больше нельзя смотреть, ну все, пиздец. Блять, ну короче, вот, видите, я перерубил на евро. Нихуя. Нихуя. Ну это скорее всего у них просто работает хуёво, у них бывает такое. Ой, госпожа. Бля, не такой. Но уже как бы нужны доказательства. Что госпожа стрессать? Ну, у меня там гинеколог ходил, у меня там киста ходит, всякая хуйня, там анализы ходят и что сдал. В данжен так бывает. В данжен так бывает. Здесь стринка. Но там получается это на нашем Алёша, да, а там это черный, наверное, это типа Алиша или что-то такое. Ну эти черные имена, вы же все знаете эти черные имена. Северный Спирт тоже приобрел билет, молодец. Порвешь трусы, Вячеслава, значит оправдан. Золото сюда давай. После 31-го. Тамилада, да, гачи-версия. Кожаные маски с погонами. Так, а что у нас тут еще есть толкового? Ну, есть Кадышева. Есть Кадышева. Есть Брайан Адамс, но на нем могут ебнуть стрим. Память какая. Белый танец, ёпта,
так быстро, бойчик. Что-то фака бой. Бля, баллов не хватает на билет. Fuck you. Вот ты и проебался. Да? Больше музыку за балл не заказывают. Да, там напарницы эти баллы. Быстренько. Дайте я влезу, я, блядь, хочу, мне надо, пизда просто. Никаких намеков. Кроме подписки на Нерью. С ВК видео заказал песню, ну fucking bitch, ты даешь. Александр Петрович какой-то. Ща погодь, я врублю песню. Ебать, это Покахонтас? Че ты хуйню какую-то скинул, пиздец. Ебать. Ой. Да, только с ютуба врубает. Вообще интересная херня. У тебя лайков больше, чем у смотрящих. Видать, смотрят реально тебя. Ну, видишь, люди заходят, посмотрели, съебали. Вот, лайк поставили и молодцы. Поэтому так. Так вот, блядь! Осуждаем слоев, кидающих видос с ВК. Осуждаем. Пизда. Знаете что, нахера съехал вообще? Я тут еще более уязвимый. Юрий, привет. Тебе не надоело на алкаша гонять? Надоело. Я об этом всячески намекаю. Ну это хорошо, обычно 100-500 смотрит 3 лайка. Но это накруточка онлайна тогда. Тогда накруточка ебаного онлайна. Привет, Андрей. Трансмулатка. Ну вот меня заказали тайпа. Вот это вроде последняя катка, а потом дальше трансмулат. Вот этого хочу. Его проще обидеть просто. Жаль, что некому добрать шотный танк, сука. А в кепку? You know? Это что такое? Это Эрик. Трансмулат Эрика. Или Эрик Концепт.
Там не могут пройти опрос на работу. Проведи самые экстремальные выходные этого Понятно. лета на фестивале «Экстрим Прорыв». Фестиваль. Спортсмены Беларуси и России подарят динамичное и захват. Понял. Девочка, блядь, с елдой. Что делать? Лёшка так долго дососал там. А чё, экстремальные выходные? Я тоже хочу. Что же, блядь, делать с тобой? Девочка моя, силдай. Вот такое гей-порно, ребята, 2000 отыграли. Куфер путешествия. Арендуй жилье на сутки. Фильтры, карта, фото. Выбрала. Забронировала. Подальше на Эрике. Сливочка с елдой. Я вчера в зеркало себя посмотрел, или сегодня утром, и такой, блядь, ну вроде Гачслав немножечко схуднул. Да, но как будто бы немного. Смотрим выходные в экстремальных технических отверстиях. Сахарную депиляцию от гандиков, Так хочу. Гони вискаря 07 до 10 утра и иди чуди, у меня даже собакова. Ебать, уже 19 боев отыграл сегодня, ну. Давайте, наверное, по последней. Я поеду мамку поздравлять и цветы искать. Deep inside of hell. Так, никто не едет. Прогетто. Не поймал. Как в страшном сне выезжаешь на этом Эрике, постоянно ебаный 279, ты на нее смотришь, понимаешь, что, блять, вечеринки не будет. Надо съебываться, он прав. Маме счастья, кормилец госпожи здоровья, вечером пусть хоть поздоровается. Она, наверное, приедет после стрима, часов в 10 я обычно забираю. В 9, в 10 где-то так.
Вот, так что будет здороваться, наверное, завтра. Хо-хо-хо-хо. Снайперский выстрел. Здесь должен быть снайперский выстрел. И он произошел, блять. Ну ты, блядь, куда не выстрелишь? Ебать. Мне еще здесь походу черт. Заебись. Ну прикольно. А, там еще этот. Может где-то ЛТХ пасется. У нас есть такой персонаж на работе, Костя Баранов, на прошлом объекте наебенился водки с пивом, сел на мини-погрузчик, возил гальку мелкую, сдавал назад, на всей скорости въебал бетонную клумбу колесом, диску пизда, выгнул к хуям, после сел на другой, и такая же хуйня, 25к штрафа наш. Но, наверное, еще легко отделался. Долбоеб. Долбоеб. Тайп не светится, пацаны. Федюка шлепнули. Блядь, ну и кто меня чекал, сука? Неужели леопард отседала? Да идите вы нахуй, ну ебаный рот, блядь. Воин не сдался сразу, Я Минотавра заснайперил. Так не заебись, я только себя хуесосить за технику могу. Да, бля. Стресса минимум. У меня батя на стройке тоже, ну, сам на себя, по сути, работает всю жизнь. Мы с ним забор на даче ставили, говорит, мы с Юриком на этого начальник, это, блядь, начальник, напарник. Поставили забор и, короче, не так. Там где-то 10 или сколько пролетов, там они боком поставили, ну, такие хуйни, куда ставится забор, а надо было ровненько ставить. Так где-то круг. Ты само врубилась, прикиньте. Я говорю, ну и чё, блядь, переделали. Пизда. Это 5 семен из параллельной вселенной. Но. Чего только машина под одного. Сейчас погодьте, я доиграю катку, 1500 урона. Так, когда был ковид, нас не вывозили с работы, а мы бурили скважины 3 месяца на вахте. И как-то раз с главным механиком спалили, как фуры друг друга в насосном блоке ебут. Блять, меня тоже возбуждает насосный блок. Блять, видимо, они тоже не сдержались. Маус, блядь, проснулся. Стою у этой ливой башни, я богатый детка.
Блять. Да нахуй, я не знаю, это просто, блядь, невозможно вообще хоть что-то сделать в бою. И жестче, чем на Западе, может быть. Но если они там не сдерживаются и очень быстро выпускают свой пар и сымен. Да, а наши сдерживаются, прячутся и от этого еще сильнее возбуждаются. Не могут, блядь, терпеть вообще. Блять, не могут вообще терпеть даже. Ебать его. Арточка на 700. Выдавали канал, канал грунтом. Видосы, которые, чтобы особо не напрягать, пока себе самый край сдал ОС и сел нахуй, бля. На света с него подсосать трохи, да? Дай. Ай, сука. Так. Неплохо. Я так работаю, но когда идет до замены масла, это пиздец 6 единиц. Масло бочками покупаем, бля, пиздец. Откуда 16к уже? У меня не было 20 минут, непонятно. Ты в телеге есть в группе бичлы. Теплая еврейская куртка. Убийца, скинешь ссылку на телегу в чат или нет? Или давай я скину. Короче, на этом кончим, блядь. Мы очередной раз отсосали. На ебаном Эрике, блядь. Просто блядь, пиздец. Ладно, давайте я скину. Да, ну вечером увидимся. Пойду мамку поздравлю. А 30-го будем в заведухе отмечать с ней. О. Я даже найду, скину, как он колесо на бабыке пытался накачать с помощью взрыва. Ну это модно сейчас. Это сейчас модно. На реке отсосали. На тайпе нагнули. Думайте. Все, пацаны. Лобидап, низкий поклон всем. И за лайки также спасибо. Вечером увидимся. Так, давайте рейд отправим. Опять на Михалыч пошли. Ну пусть хоть ручкой помахает. Госпожа, я что, заберу где-то часов в 10 вечера после стрима. Вот. То только если завтра она помахает ручкой. Вот такие вот пердаки. Субарю, блядь, 65 блядь. 65 регион.